30 апреля, в День пожарной охраны, на центральной площади Сарова прошла выставка пожарной техники. Горожане ознакомились с различными видами специальных машин и оборудования. Пожарные, автоцистерны, автоколенчатый подъемник, автолестница, автомобиль газодымозащитной службы. Всего 8 машин. Собрали немало зрителей. Взрослым интересно посмотреть, на каком уровне сейчас у нас пожарная охрана и чем можно, как развивается у нас эта служба. Очень приятно, замечательно. И вообще все службы нужно также развивать, как и пожарной, так и к милиции, так и к скорой помощи. Много интересного там узнала. Нам рассказывали и про аквалангистское снаряжение, и про снаряжение, которое для спасения, если какие-то завалы. Очень общительные сотрудники, они все рассказывают, очень они дружелюбные. Главными гостями выставки пожарной техники были дети. Это и понятно. Когда и где еще представится возможность посидеть за рулем машины боевого расчета и почувствовать себя настоящим спасателем. Тут я увидел робота пожарного, который может тушить пожары. Много разных машин, всякие пожарные, огнетушители. Я, когда вырасту, я обязательно буду пожарным. Дети и взрослые с интересом наблюдали за манипуляциями робототехнического комплекса. На вооружении специальной пожарной охраны Сарова он состоит уже несколько лет. Автомобиль быстрого реагирования способен доставить к месту аварии 2 радиоуправляемые мобильные системы. Сами мобильные робототехнические комплексы предназначены для работы и проведения разведки в тех местах, где, соответственно, человек работать не может. Это радиационное, биологическое, химическое заражение. Пожарным нередко приходится работать в непригодной для дыхания среде. Помимо основных средств защиты, боевой одежды, огнеборцы используют специальные тревожные маячки. Если в течение 45 секунд человек находится неподвижным, он передает автоматический сигнал на пулю. Все понятно. Либо нажатием 2 клавиш на маяке он автоматически активизируется, передает сюда сигнал тревоги, здесь начинает работать маячок, индивидуальный маячок. Да. И по нему уже здесь происходят вспышки короткие и звуковая сигнализация, которая обеспечивает оперативный поиск сотрудников в непригодной для дыхания среде либо в аварийной ситуации. На выставке также работали представители аварийно-технического центра ВНЕФ, спасатели службы ГОИЧС. Работаем совместно с спасателями, они нас вызывают, если там дверь закрылась, а там задымление, одеваем защитное оборудование, все. Берем бензорез и режем дверь, открываем. Интерес к работе пожарных в Сарове не ослабевает. Организаторы уверены, что подобных мероприятий должно стать больше.